Алло, привет. Заехать в Вилюйск-то? Хорошо, ага, давай. Ты нас встретишь? Круто. Ага, вообще стопа Булова. Хорошо, тогда до встречи. Пока. Целую. 4-й выпуск КСК Якутия будет про мой родной город Вилюйск, где я училась и постигала основы науки в Вилюйской улусной гимназии. Вилюйск – это место моего детства и юности. В то время я жила у бабушки Елизаветы Егоровны Эверстовой, в честь которой меня назвали. Вилюйск для меня ассоциируется с нескончаемыми песками, с набережной, где находятся красивые памятники. Это старый город, напоминание о том, что до нашего рождения здесь жили великие люди, которые делали нашу с вами историю. Это река Вилюй, которая является для нас, для всех вилюйчан, отцом, прародителем. Мне всегда казалось, что у нашей реки мужское начало. Река нас оберегает, защищает и дает нам жизнь. И я думаю, что мы также должны заботиться о ней. Смотрите выпуск, который готовился очень долго по разным причинам. Вспомните летние деньки в этот холодный осенний день. Мы находимся в город Вилюйск, и команда КСК Якутия хочет показать вам это пейзажное и очень красивое место. Поехали! Постоянная проблема с каблуками. Есть черепашки, есть рыски. Вилюйчане ее знают, помнят. Очень много старинных домов. Как же ты сюда залезла-то, а? Пойдем проверять качество общепита. У меня всегда была такая мечта записать какой-нибудь проект. Сегодня для нас Организовали. маленький песок. Вилюйск – один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. Был основан в 1634 году енисейскими казаками. С середины 17 века в Вилюйске обосновались служивые люди царской России. Большое влияние на развитие культуры, образования, общественной жизни Вилюйска оказали представители 3 поколений сильных русских революционеров. Город расположен на правом берегу реки Вилюй, в 592 километрах к северо-западу от Якутска. Если ты приехала к нам в город Вилюйск, и визитной карточкой нашего города Вилюйск является памятник Дороба. Да. Итак, И обязательно нужно поздороваться с ним. Да. Дороба. В общем, этот памятник сделан в честь жителя города Вилюйска, Да. который всегда здоровался со всеми горожанами. Да. И все его знали. Давайте все поздороваемся. Хочешь, поздоровайтесь? Давайте. Привет. Это город площадей, скверов и памятников. Особенно их много по набережной. Памятник реке Вилюй, площадь Победы, бюст Чернышевскому, сквер, посвященный матерям-героиням, Комсомольская площадь. Говорим на камеру. Да, что говорит? Привет. Привет. Всем привет, дорогие зрители! Мы находимся в городе Вилюйск, и нас встретила моя одноклассница Муза Сергеева. Прошу любить и жаловать. В Вилюйске нас встретила моя одноклассница Муза Сергеева. Мы вместе с ней учились в Вилюйской улусной гимназии. Занимается легкой атлетикой. Она любимая жена и мама 2 сыновей. Ну, кроме этого, у меня есть музыкальное образование. Я закончила музыкальную школу. Я умею играть, да, на фортепиано. Фортепиано. Да. В Вилюйске есть музыкальная школа. Имени Марка Николаевича Жукова. Первого якутского композитора. Она сейчас работает в департаменте сельского хозяйства ведущим экономистом. Человек с активной жизненной позицией за любой кипиш, кроме голодовки. Давай, ну что? Мы приехали в торговый центр Табун. Давайте зайдем. И все, что ли? А что ты хотела еще? Привет всем Ты зрителям! же сказала, что будет все очень коротко. Ну давайте переснимем. Короче, все с первого кадра должно получаться. А, да? Да. Это единственный торговый центр в заречной группе улусов, у которого есть эскалатор. Эскалатор, да. И мы покатаемся на нем. Давайте. Город Вилюйск является центром торговли. И я не ошибусь, если назову Вилюйск городом не только памятников, но и магазинов. Все очень круто.
Мы обычно когда приезжаем, дети играют здесь. Пойдем кушать. Да. Проверять? Да, проверяем качество общепита в городе Вилюйск. Здесь это кафе же, да? Да. Кафе. Цены, в принципе, норм. Паста болоньезе 250. Ну, в общем, горячее все 250, как и в городе Якутске. Так хорошо, что есть тут нормальные кафешки, Да. где можно посидеть, пообщаться. прийти. Да. И на свиданку прийти. А вообще в Вилюйске есть салат с креветками. Да? Салат греческий. Где? Очень даже вкусно, кстати. Да? А сейчас мы пойдем в торговый центр Байдан. Который расположен вон там, совсем недалеко. Это тоже совсем новый торговый центр. Да. И Вилюйск славится своими торговыми центрами. Где? Особенность нашего города в том, что везде пески, абсолютно везде пески. Посмотрите. Песок, песок, песок. Куда бы ни пошел, везде песок. То есть мы не носим каблуки. Если даже носим, Да, если даже носим, то каблуки. постоянная проблема с каблуками, они вечно вот стираются, да. И цвет там, то есть не черный каблук, а постоянно белый. Их приходится закрашивать лаком. Ну или маркером. Лайфхак. Мы плавно переместились с торгового центра. А мы же в торговый центр шли, да? Да. Да. Мы плавно переместились в сквер, который увековечивает имя Кэт Мерсден. Да. Кэт Мерсден, сестра милосердия, которая основала в селе Сосновка Лепрозорий. Кэт Марсден из самой Англии отправилась в Сибирь за поиском лекарства для прокаженных. После своего путешествия она открыла в 1892 году колонию для прокаженных на месте нынешней деревни Сосновка. И поэтому вилючане ее знают, помнят, где? Да. И в честь нее назвали Психоневрологический диспансер. Ага. Я хочу вас познакомить с собственниками торгового центра Байда, Фидней и Тимур Лаевы. Привет. Надо отметить, что им еще нету и 30 лет, а они открыли большой, красивый, современный торговый центр с аквариумом внутри. Как вы начали свой бизнес? В каком году? Мы начали свое дело в конце 2014 года. Почему этот магазинчик решили? Потому что тут место было очень хорошее. То есть мы это место очень долго прям приходили к хозяйке участка, земельного участка и говорили, давайте дайте в аренду. Насколько нас Да, отказывала. очень долго. Сколько-то лет подряд Прям давно мы отказывала. хотели этот участок. Со просто. студенчества спрашивали, Да. потом закончили, еще раз спрашивали, все равно отказывала. Но потом как-то, не знаю, звезды сошлись и да. Она согласилась, предоставила вообще маленький участок, это примерно около 30 квадратных метров. Земельный участок Да, без ничего. да, и получается мы построили маленький киоск, 24 квадрата, то есть ну, 6 6 на на 4, да. И, А ну, сейчас сколько квадратов торговый центр? такой центр Точно не 1300, Вот, начали с 34 ну квадратных 24 метров. квадратов. Да, 24 ага, квадратов. 24 квадратных метров. Ага, и дошли до... Ну, идем, и по пути Идем. построили. Нифига себе, быстро построили. Это не остановка. Мы дошли. Мы это, как говорится, по пути получается. Ну, пока построили, ну, да. да, Давайте такой центр. посмотрим. Пойдем. Вот этот сом, он сомики же, да? Он был вообще малюсеньким, вот такой вот в декабре. Вот представляете, вот такой маленький был. И какой он огромный стал. Здесь еще есть черепашки. Мы увидим, что у вас торговый центр такой современный. Есть черепашки, есть рыбки. Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят найти себя, хотят начать свое дело? Что посоветуете из личного вашего опыта? Во-первых, надо заниматься любимым делом, и во-вторых, работать, упорно работать, вообще прям титанический труд это все. Мы вам желаем процветания, успехов, что у вас не было не только 1038 квадратных метров, да, а больше и больше, и ваши магазины были по всей республике, может, по всей России. Удачи! Похлопаем, да? Нет, когда хорет, то похлопаем. Спасибо. Старый город Кабардинке.
Начали, дерди? Чебалар вообще супер. Мы с Музой прогулялись по старому городу. Здесь множество построек, сохранившихся с 19 веков. Мы находимся на территории старого города Вилюйска. И на этой местности очень много старинных домов. Эти старинные дома, они все с красивыми большими окнами и ставнями. Вообще, когда приезжаешь сюда первый раз, чувствуется именно дух старины. Да, у нас в городе Вилюйске раньше было очень много купцов, такие как братья Расторгуевы, Иван Николаевич Харитонов, Корякин. Мы находимся сейчас у дома Ивана Николаевича Харитонова, который также был купцом второй гильдии. Вы можете посмотреть, какие большие ставни, резные. Сверху вот на каждом окне повторяются вот эти резные ставни. А также здесь большой массивный брус. И до сих пор этот дом сейчас Функционирует. да, и здесь находится здание Статистика. да, организации. Да. Я могла бы охарактеризовать свой родной город как волшебную шкатулку. Когда мы попадаем в старый город, то везде и всюду его окружают памятники, площади, скверы. В общем, очень интересно. Как же ты сюда залезла-то, а? Дорогуша. Ура! Спасение! В старом городе в этом году на радость всем вилючанам открылся экопарк имени Николая Топогарова. Он поистине является местом отдыха для детей и их родителей. Посмотрите, кого мы там встретили. Га-га-га-га-га-га-га-га. Мне пальцы не откусить. Хочешь побывать на празднике? Да, Вперед. давай. Потому что в этом году из-за пандемии у нас ИСХ не было. Не было. И сегодня для нас в Вилюйске Организовали. маленький ИСХ. В этом году в Вилюйске открылся новый дворец культуры, где проводятся различные культурные мероприятия и собираются музыканты. Там мы встретились с молодыми и талантливыми ребятами из вокально-инструментального ансамбля ВЗД. Приветики! Привет! Йо-йо-йо, Инда! Итак, мы находимся во Дворце культуры города Вилюйска, и сейчас мы с вами хотим познакомить с вокально-инструментальным ансамблем ВЗД. Ребята, расскажите, пожалуйста, когда вы создали эту группу, кто руководитель и все ли имеют музыкальное образование вкратце? Группу мы основали в 2018 году. Руководителем являюсь я и бас-гитарист. Сначала давайте я познакомлю. Давай. Да? Ага. Это Лазарь, бас-гитарист. У нас есть рэпер Самуил, есть гитарист Джулус. И вокалистов у нас получается трое. Алгастана, меня зовут Салтанат и Самуил. У всех такие интересные имена, да? Я не Лиза, я Элизабет. Да-да-да. А муза не муза, а Мурзау. Перегнула палку. Очень оригинальные имена, и
Откуда вы берете инструменты? Мы посмотрели ваши клипы, кто снимает вообще, какие у вас планы? Клип вот недавно у нас вышел, песня называется «Музыка», совместно с Самуилом и наша группа получается. Мы заказали инструменты, новые оборудование и ждем к осени. Классно, что даже не имея своих инструментов, вы Ребята делаете, развиваются. да, творите, это очень похвально. Да. У меня всегда была такая мечта записать какой-нибудь трек, такой драйвовый, heavy metal или что-то такое, именно с живой группой. И, по-моему, у нас получилось. Мы поем в основном попсовые, да, такие. Есть ностальгические песни. Мы поем на английском, на русском, на якутском языках. Кавер-бенд, да, типа, можно сказать, да. Река Вилюй протекает по территории Красноярского края и Якутии. Самый длинный приток Лены и крупнейший из ее левых притоков. Таким образом, река является вторым по величине ее притоком после Алдана. Дорогие зрители, мы вам хотим показать уникальное место, которых нету нигде в России. Они есть только в Якутии, и они есть только в Вилюйском, Кобяйском и, кажется, в Хангаласском улусе. На 440-м километре дороги Якутск-Вилюйск расположились тукуланы. Тукуланы похожи на пустыни, пески везде, но здесь растет деревья, как видите, да, и некоторые другие растения. Также мы хотим вам показать классный вид на озеро. Я, конечно, не знаю, как оно называется, но вид шикарный. Давайте посмотрим. Вода этого озера кристально чистая, и тут даже можно искупаться. Очень освежает. Посмотрите, реально очень чисто. Мы завершаем третий выпуск СК Якутия на берегу реки Вилюй. Когда мы сюда ехали, мы думали план, и как раз по этому плану мы хотели заснять финальную сцену на закате на реке Вилюй. И как раз вот эта мечта, которая была, она исполнилась. И я благодарю свою родную землю, свою одноклассницу Музу за то, что она нас встретила, показала нам Вилюйск. Мы увидели молодых предпринимателей, молодых творческих людей, увидели старый город. Надеюсь, вам всем очень понравится наш выпуск. И приезжайте к нам в гости, мы всегда рады вас будем видеть. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока! До следующего выпуска. Спасибо моей родной земле за поддержку, моим родным людям и землякам. Я очень сильно люблю свою родину и всегда буду скучать по ней.